разбор вашего выступления со стороны экспертной комиссии, которую представляет с точки зрения проектной работы Денис Коричин и Алексей Яцинов. Наша задача – показать вам наибольшее количество белых пятен и так называемых битых пикселей в вашем докладе. Потому что на основании вашего сегодняшнего доклада завтра вы будете строить финальную модель, которая в 16:30 будет представлена главе Республики Саха-Якутия. Сегодня аппарат главы подтвердил, что у нас завтра высокий борд, стоящий из главы, из заместителя председателя правительства, министра просвещения и министра экономики. Поэтому наша задача и наших уважаемых экспертов дать вам максимальное количество содержательных комментариев, в том числе критических замечаний. Поэтому, пожалуйста, не забывайте записывать на диктофоны ваше выступление, либо на камеры телефона, как вам будет удобно. Не забывайте фиксировать разбор. Все это для того, чтобы завтра начать нашу проектную работу с рефлексии произошедшего сегодня. Мои вводные слова закончились. Я приглашаю группу номер 1. Мы пойдем по тому же списку, что и вчера. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Завтра список будет другой. А какой, скажу вам завтра. Прошу, у вас будет 5 минут. Микрофон. Эксперты, уважаемые коллеги, разрешить представить наш проект второго рабочего дня форсайт сессии MyCamp «Территория моих возможностей». Название у нас так и осталось с последующего дня. Суперкомпетенция, которую мы предлагаем, это креативное мышление. Мы к этому пришли к этому, потому что вокруг креативного мышления строятся все блоки компетенций WorldSkills и непосредственно любое обучение. Мы не стали отдельно выделять одну какую-то компетенцию и взяли за все блоки, соответственно, в целом насчет креативного мышления. Если это развитие будет возможно, то, в принципе, это даст толчок развитию любых компетенций, которые будут осваиваться на территории Якутии и России. Следующий слайд. Наши амбиции ближайшие – это Якутия 2025 год. То, что вот у нас планируется, это финал национального чемпионата России в 2025 году. Ну и в связи с этим мы планируем проведение WorldSkills Asia на территории Республики Саха-Якутия. В связи с чем, допустим, да, вот, у нас обоснование – это очень большой международный опыт проведения международных мероприятий на территории республики. Это у нас Дети Азии, международные интеллектуальные игры и многие другие. Также, можно обратно, да? Вот как раз направление WorldSkills Asia – это такое из новых направлений, которое сейчас очень осваивается у нас. Да? Вот с пандемией немножко там приостановлено было. Ну и думаем то, что вот именно территория Республики Саха-Якутия может быть таким интегрированным центром. Также у нас большой плюс будет опыт проведения финала национального чемпионата в 2025 году. И сразу за ним есть возможность проведения WorldSkills Asia на этой же территории. Потому что это сохранение с экономической точки зрения. И все оборудование и инфраструктура уже будет проведена к этому времени. Поэтому мы предлагаем после проведения финала у нас чемпионата сразу провести WorldSkills Asia на базе суперкампуса. Так, из этого что мы получим? Это получим, конечно, рост новых технологий у нас в республике, привлечение вендоров дополнительных, привлечение инвестиций, ну и, конечно, расширение международных связей республики, ну и развитие региона в целом. Это и туризм, и все то, что к этому относится. Что это даст? Это даст у нас рост доли креативной индустрии в ВРП Республики Саха-Якутия. Что из этого мы более подробно получим? Новые технологии, это, получается, интерактивные технологии, создание цифровых двойников. Возможно, мы будем рассматривать VR, AR-технологии. Ну и приближение уже к новым технологиям, к CMD и, соответственно, глубокое погружение, да,
deep dive. Ну и форматы, какие мы работаем в этом направлении, это, конечно же, проектный подход, разрешение всяких кейсов, рефлексивное наблюдение. Ну и, конечно же, это модульность образовательных программ. Мы считаем, что обязательно должна быть модульность образовательных программ, связанная с различным набором компетенций, да, вот скиллов у обучающихся. И то, что мы видим, да, то, что у нас обучающих должно быть обязательно. Во-первых, это у нас обязательно, конечно, системность мышления. Мы должны развивать у своего обучающегося на базе на MyCamp критическое мышление, предпринимательские навыки и финансовая грамотность. Ну и, конечно же, коммуникация. Ну и обязательно продукт – это упаковка продукта, да, это продвижение и презентация собственного продукта. Это большой, можно сказать, нюанс, который у нас довольно отстает, потому что мы не умеем продавать собственные бренды, собственные продукты, продвижения. Ну, в целом, это упаковка целого продукта. Уникальность, то, что мы видим. Это же, конечно, у нас межотраслевая коммуникация должна быть, то есть выпускник и обучающийся должен эффективно коммуникировать, получается, межотраслевая, то есть он уже должен работать с отдельными ведомствами, министерствами, как это продвигать. Не только просто вот создать какой-то определенный дизайн, он должен предвидеть, кто будет его финансировать и как его можно продвигать и производить, кто именно где будет делать. И, конечно, это у нас мультикультурность, да, вот Devised, можно сказать, это получается то, что студент, который живет именно в Якутии, он должен знать и культуру народов мира, и в каком городе он живет, и именно для кого сделает продукт. То есть какой-нибудь студент, обучающийся суперкампуса, должен уже сделать какой-то заказ уже на мир. Да, вот. У каждого мира, у каждого народности есть собственные предпочтения, отличаются друг от друга. Поэтому обязательно развитие мультикультурного развития должно быть. Работа в условиях неопределенности, ну, отдельно останавливаться не будем, но это, думаем, одна из уникальных таких направлений, обязательно должно быть у каждого обучающегося. Да? Ну и, конечно же, формирование микрокоманд, коворкинг-центров, работа в команде. Ускоряйтесь. И то, что обучающий какими навыками должен владеть. Это обязательно должен быть практик собственного дела, то есть визионер. Ну и также сам разрабатывать учебные программы и быть резидентом MyCamp. На базе MyCamp мы планируем создать единый наподобие технопарк MyCamp, и там как раз размещаться резиденты. И там должно быть именно как раз производственные и информационные такие предприятия на этой базе. Все, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Как в первой команде вам всегда небольшая фора, тем, кто выступает первым. Время вы чуть-чуть перебрали. Вот, на завтра у вас будет четко 5 минут. Да, даже не вопрос, а разбор. Так, коллеги, значит, смотрите, я вот так на слух увидел один критический разрыв, который, как мне кажется, вам не позволит двигаться дальше. Вы говорите о том, что будете учить на креативной индустрии и развивать креативное мышление. И здесь все логично. А суперкампус вы описываете как инфраструктурную площадку для проведения нацчемпионата, WorldSkills Азии и так далее. Это получается такой экспоцентр, ангар, значит, полы под станки, ну, гостиница, может быть. В Казани, вот, например, она в 20 километрах была, и все. Вот это как у вас в голове складывается одно с другим. Спасибо. Да, у меня, смотрите, да, я буду так, я вам дам 4 направления, которые, мне кажется, могут помочь вам доуточнить вашу заявку. Смотрите, первое. Сегодня Афанасий Савин выступал, и он говорил, что они сделали анализ креативных профессий. Возьмите у него список и посмотрите, вы можете это сделать группой. Можно даже группы профессий брать. Вы посмотрите, а что вы полагаете под креативными профессиями, в которых можно разворачивать ваше креативное мышление.
Потому что, может быть, вы это имеете в виду не весь спектр креативных подходов, а какие-то специфические, инструментальные, может быть, технологические креативности и так далее. Это первое. Второе. Я бы вам предложил подумать над тем, как вы будете оценивать, правильно ли вы сделали ставку. Вам нужно проверить логически 2 вида индикаторов. Первый индикатор – это то, как вы будете проверять, что вы выбрали то, что работает на креативность. В этом смысле профессия вам в помощь. Второе, как вы будете проверять, что то, что вы собираетесь развивать, вот у вас отличный вот этот слайд, он прямо сюда хорошо идет. Как вы будете проверять, что инструменты развития вот этого правильные? Ну, то есть вот что такое развитая системность мышления? Понятно, да? Потому что сейчас это выглядит, конечно же, у нас мало времени, оно выглядит как декларативное, но я уверен, что каждый из присутствующих в вашей группе, он что-то под системностью мышления подразумевает. Он глядит на человека и говорит, вот у этого системное мышление, а у этого нет. Куда он смотрит, что он считает. И еще один, мне кажется, важный очень ход, потому что вы в любом случае, когда завершите работу завтра, вам нужно будет ответить уважаемым экспертам, а что вы от них хотите. И я поэтому предлагаю вам подумать сейчас над ответом на вопрос, а кто с вашей точки зрения для этого типа суперкомпетенции является партнером? Какие большие крупные институты развития, какие структуры, какие… Вот WorldSkills вы упомянули пару раз. Ну, это значит, что вы его в качестве партнерского контура видите. Кого еще? Вот если вы на эти 3 блока комментариев как-то ответите деятельно, не обязательно глубокой проработкой, может быть, это полчаса на каждый. Это будет, это сильно, ну, это усилит вашу основательность. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, группа номер 1. Отвечать не надо, да, исключительно фиксация. Вопрос, который требовал ответ, не было. Так, группа номер 2. У вас 5 минут. Управление у нас есть. Добрый вечер, уважаемые эксперты, уважаемые коллеги, уже коллеги. Да? Так, это перелистываем. Здесь у нас конечные 3 слайда должны быть. Ну, мы показываем историю наших измышлений. Так, все, это самое. Угу. Ну, поехали. Итак, наша группа 2. Мы прорабатывали тему для каждого жителя планеты уникальные индивидуальные траектории обучения. Компетенция у нас управление киберфизическими производственными технологическими системами. Амбицию мы ставили, каждый выпускник у нас должен быть штучный товар. Обоснование компетенции, амбиции – это индивидуальная образовательная траектория, бренд команды менторов, тьюторов, взгляд за горизонт – это у нас технологическое развитие всей системы производства и так далее, экономики. И здесь у нас инструментами помощниками будут выступать искусственный интеллект, цифровизация обучения, маркетинг и промоушен. Так, по технологиям и формам у нас выступает фабрика процессов, включение кибермодуля во все образовательные программы без исключения. Преподаватели должны быть у нас самые крутые, это на аутсорсинге. У нас, как вчера помните, Илон Маск читает лекции по пятницам, да? Так, дальше у нас идет инструментарий искусственный интеллект, который будет подбирать индивидуальную траекторию обучения для каждого у нас студента, дополненная реальность, виртуальная реальность. Также будем использовать и игропрактику, и педагогический дизайн, инструментарий педагогического дизайна. Задачи. Какие мы поставили задачи? Задачи у нас выпускник, студент должен уметь киберпроектирование, программирование и техник. Вот у нас понятие техника – это у нас идет обслуживание инфраструктурных систем.
в том числе. Так, по студентам у нас общими навыками должен обладать языками программирования, должен иметь алгоритмическое мышление, естественно, иностранные языки должен знать и уметь коммуницировать. По уникальным навыкам студента у нас будут смежные компетенции, технологии предпринимательства, вернее, технологическое предпринимательство и экологическое мышление. Преподаватель должен обладать общими навыками, такими как педагогическое дизайнерство. Это именно создание продукта, который будет интересен для студента. Саморазвиваторы, то есть преподаватель постоянно должен себя обучивать, переучиваться, также уметь такими инструментами, как игропрактика, и должен быть именно профессионалом в своем деле. Это практическое обучение. По уникальным навыкам преподаватель должен иметь свой бренд обязательно. Это брендирование профессорского преподавательского состава. Должны быть инновационными предпринимателями. Должен уметь воспитывать мышление. Так, и в конце это у нас для того, чтобы студентам помогать на стадии выпуска, для того, чтобы стать технологическими предпринимателями, у нас должен быть венчурный фонд. Но это у нас как бы никуда по навыкам не подходит, но это у нас в обязательном порядке венчурный фонд должен быть. И, соответственно, вот, извиняюсь, и, соответственно, вот как раз-таки через венчурный фонд у нас будет поддержка стартапов наших выпускников. Спасибо. В общем, так, это выжимка. Спасибо большое. Я искренне рад, что мимо группы номер 2 не прошло ни одно из выступлений 3 министров Республики Саха-Якутия, которые у нас выступали на программе. Это действительно ценно. Хорошо, что появился стартап как диплом, как выпускной проект. Уважаемые коллеги, там не затруднит передать микрофон, да, чтобы я вот здесь не маячил мимо наших уважаемых экспертов. Денис, прошу вас. Да, я быстро. Значит, первое. Вы в обоснованиях положили, я вот у прошлой группы просил индикаторы или инструменты. Вы в своем докладе положили как раз инструмент. Вы говорите, индивидуальные образовательные траектории – это обоснование. Если это обоснование, вы должны будете, видимо, в группе указать на прецеденты, которые есть на территории Республики Саха-Якутия, которые указывают на технологичную индивидуальную образовательную траекторию. Потому что это обоснование. Если это ваше целеполагание, тогда так и скажите, это амбиция. Но тогда в основание придется что-то другое положить. Что можно положить в обоснование? Это предложение. Во-первых, вы пользуетесь вот словом, оно очень крутое, киберпроектирование. Я так понял, что это логика смешанного обучения, это сложная компетенция. Так вот, можно подумать над тем, а в каких текущих образовательных программах есть кусочки, которые вам нужны. И тогда можно будет заявить эту самую интегральную компетенцию и сказать, так сказать, чем, например, Министерство просвещения может помочь. Да? Или, например, ваши действующие преподаватели, которые могут кусочки вам передать. Второе. Вы утверждаете, что у вас выпускник штучный уникальный товар. Как это соотносится с нынешней системой массовой линейной подготовки? На это не нужно отвечать. Аспектом в этом месте может быть. Вы можете попробовать объяснить, почему среднее профессиональное образование может себе такое позволить. При том, что высшее образование далеко не каждый вуз позволяет себе уникальность и индивидуализацию. Вот если вы этот логический переход сделаете из сборности, да, из текущих обоснований и компетенций, которые у вас есть, и из того, как, собственно, это с массовой системой подготовки, в какой части она массовая, в какой она индивидуальная. Вы в целом намекнули. У вас есть форма, например, стартап как диплом. Проектная работа. Вот вам надо разделить, где массовая, а где вот это самое допиливание до уникального. А так в целом все понятно. Спасибо. Спасибо, Денис. Да, значит, коллеги, первое. В такой заявке
звучит как мимо всего сказанного с точки зрения вводных слов и заказчиков, которые здесь присутствовали на площадке. Возможно, тогда надо показать, что большая или какая-то значительная часть деятельностей в индустриях, как текущих, так и перспективных в экономике Якутии, Дальнего Востока, России, там, всего мира, перейдет в киберфизические формы. Иначе в заявке киберфизика плюс штучный товар, то, о чем отметил Денис, скажут, что это претендует не на суперкампус, а на спецгруппу. Ну вот масштаб активностей. Понимаете? Вот. То есть либо вы тогда вы говорите, мы только про кусочек суперкампуса, какой-то спецгруппа, спецнаправление, либо вы показываете, может быть, тогда это ляжет как раз в обоснование, что у нас значительная часть деятельности смещается в киберфизическую историю, и вы туда под это готовите компетентов. Спасибо. Спасибо большое, Алексей. Да, еще рекомендация группе, да, посмотреть, что в этом направлении делает фонд Сколково. Посмотреть, как у них внутри расположены кластеры и чем они занимаются. Сайт sk.ru. Спасибо большое группе номер 2. Спасибо. Благодарю вас. Группа номер 3. Прошу загрузить презентацию группы номер 3. У вас классически 5 минут. Прошу вас. Добрый день. Так, у нас суперкампус мультикомпетенций. Основная компетенция у нас заявленная – это научиться учиться. Амбиции наши. Любой выпускник суперкампуса умеет трансформироваться и менять окружающую действительность, так как миру нужны специалисты, которые трансформируются под меняющиеся условия и тренды. Обоснованием являются победители, призеры чемпионатов, новые форматы образования, это бизнес, IT-школы, бизнес-инкубаторы, технопарки, акселераторы, точки роста, IT-клубы и так далее, а также спортсмены-чемпионы, кластерный подход в производстве и в образовании, запуск новых инвестпроектов, высокотехнологичное производство. Ну, формат мы видим во взаимодействии академических партнеров, технологических партнеров и индустриальных партнеров. Технологии – это полигоны, учебно-производственные мастерские, лаборатории, VR-технологии, AR-технологии. Общие уникальные задачи. Общие задачи – это стартапы, проекты, малые предприятия. Уникальное – это улучшение производственного цикла, создание творческих продуктов уникальных, конструирование, моделирование, знание технических языков в зависимости от того, какое оборудование будет, умение продать себя. Но пока мы выделили столько задач. Ну и как мы видим вообще мультикомпетенции суперкампуса. Помимо имеющихся на данное время общих и профессиональных компетенций, которые на данное время есть в средних профессиональных образовательных учреждениях, будут компетенции диктовать тренды мира, поэтому мы их и назвали трендовые компетенции. Ну, как вариант, там, бизнес-компетенции, могут компетенции продиктовать еще и сами обучающиеся, которые пришли к нам. И как вариант, допустим, человек пришел, выбрал индивидуальную траекторию, получил профессиональные компетенции и выбрал себе определенные трендовые компетенции. Или же человек может пожелать получить все, 4 варианта компетенций,
включающие в себя вот трендовые компетенции, ну, несколько трендовых компетенций мы перечислили внизу. И вот второй слайд получается то же самое, но получается здесь в сумме должно получиться мультикомпетенция. Это научиться учиться. Так, навыки и компетенции обучающегося, он должен, ну, лучшие преподаватели с предприятий должны быть с опытом работы. Успешный студент также может быть обучающим преподавателем, тьюторы, менторы, коучи и тренеры, ну, спортивные тренеры, мы их имели в виду. Спасибо. Цикл доклад. У нас сегодня выступал, мы будем рекомендовать в том числе курсы ставить в дальнейшие программы и по мастерству выступлений, и по мастерству продаж, вот чтобы вот все это было не только хорошо написано, но и вкусно завернуто. Уважаемый Алексей, вам слово. Да, коллеги, значит, два момента. Первый, как вы видите дальнейшую траекторию, ну вообще дальнейший путь человека, который вас покинул? Это не вопрос, это то, что неплохо бы куда-то в ваш доклад вставить, потому что, ну, пока выглядит как отсутствие, ну, как бы я умею учиться, и я мультикомпетент, но как сцепиться с суровой реальностью, не совсем понятно. И вторая часть, а на чем вы это будете тренировать? Ну вот как вы предполагаете себе построение образовательного процесса? Вот форматы и технологии – это же не просто перечень, это то, как компонуется образовательный процесс, чтобы натренировать то, что вы хотите получить на выходе. Вот как вы себе это представляете? Угу. Денис. Спасибо большое. Да, у меня улучшизмы. Я к этому докладу буду давать комментарии и улучшизмы. Значит, первое. Мне кажется, что у вас в списке уникальных и общих компетенций надо поменять местами. Потому что, с моей точки зрения, стартап и проектная работа – это уникальный навык, а конструирование и моделирование – это общий навык. Это не означает, что его сейчас легко ставить. У вас вот есть там табличка. Вот я поменял бы просто по логике. Потому что, мне кажется, у вас там основание другое. У вас уникальные – это малые дробные, а общие – это такие генерализованные. А это все-таки про воспроизводимость или про какой-то уникальный результат. Второй комментарий. Мне кажется, что когда вы рисуете вот эти вот картинки про уникальные компетенции выпускника, мне кажется, вы где-то за пазухой держите камень суперкомпетенции суперкампуса. Ну, если вы про него сейчас думаете. И думаете вы про него как про образовательную систему. Отсюда вопрос, который Алексей задавал, я его переформулирую жестче. Профессионалу не нужно уметь учиться. Профессионалу нужно хорошо исполнять сложные задачи. Уметь учиться надо ученику, в которого может превратиться профессионал, когда он сталкивается с проблемной ситуацией. И поэтому ваш доклад, он скорее про образовательную систему. Если вы попробуйте подумать, а что же такого должен профессионал брать в суперкампусе, может быть, еще не сложившийся, а может быть, вернувшийся туда. Помним, что у нас все-таки непрерывное образование. Может быть, вам легче удастся ответить на вопрос, который Алексей задавал. Все это улучшизмы. Спасибо большое. Спасибо, группа номер 3. Группа номер 4. Так, презентацию, пожалуйста, группы номер 4. Ну, это инновационно, как минимум. Хорошо. Да, там есть повернуть вид. Просмотр повернуть вид. Включите, хорошо. Включите просто, Александр, включите просмотр. На весь экран. На весь экран включите, пожалуйста.
И на весь экран, пожалуйста. Александр, на весь экран. Мгм. Не надо. Все. У вас 5 минут, группа номер 4, поехали. Добрый день, уважаемые эксперты. Хотелось бы вам рассказать о нашей компетенции, да, которую мы выбрали для суперкампуса. Это бережливое управление производством в Арктике. И нашей амбицией является это экологичное пользование Арктики, начинается в суперкампусе. И обоснованием, что мы можем сказать, да, в обосновании? Мы сейчас знаем, что Арктика – это приоритет во всем мире является, да, также мы являемся регионом присутствия. И мы вот сегодня слышали то, что сейчас в Арктике будут запускаться инвестиционные проекты, да, и то, что как бы бережливое производство, это и есть, пользование, да, это и есть экотренд. Технологии и форматы мы рассмотрели это как создание полигонов, в том числе и в Арктике, да. Также у нас суперкампус будет партнером крупных промышленных компаний, да, будут создаваться экспериментальные площадки совместно с НИИ, Гисмети, да, и также с производителями оборудования, где оборудование у нас будет теститься на наших экспериментальных площадках. Также стажировки, да, стажировки не только студентов, но и самих преподавателей у работодателей, да, и также стажировки работодателей в суперкампусе. Дистанционное обучение, создание фаблабы, профориентация для всех, не только для детей, да, будущих абитуриентов, но и также для всего населения, для всех граждан любого возраста. И также у нас как свое производство, это малые инновационные предприятия, да. И вот мы сегодня также рассмотрели рабочие задачи, которые ставит работодатель перед специалистом, да, который выпустится у нас из суперкампуса. Как раз мы сегодня у нас в группе есть представитель из работодателя, да, и вот мы совместно разработали такие общие уникальные задачи, да. Ну и общими задачами, которые поставит работодатель перед специалистом, это снижение. Получается то, что за короткое время специалист должен выполнить план в полном объеме и качественно. Да. Уникальной задачей от работодателя это будет применение зеленых технологий при решении производственных задач. Да. Это грамотная эксплуатация материалов и оборудования в Арктике, ну и ремонт при необходимости, да, в условиях. Потом мы рассмотрели, получается, какими навыками и умениями должен обладать обучающийся. Ну, это, во-первых, исходя из наших задач, которые должен выполнять специалист, который поставит ему работодатель. Ну, это критичное мышление, креативное, да, обработка информации, IT, технологии, умения, да, аналитика, это анализирование данных, умение работать в команде, ну и знание технического иностранного языка. Потом, какими навыками и умениями должен обладать уже обучающий, да, кроме педагогических навыков, да, это он должен иметь хардовые навыки, да, это у нас, мы представили, что это человек будет у нас именно вот с производства, да, который практик, который будет транслировать свой опыт в суперкампусе, да, это человек может быть тьютором, психологом, мотиватором, модератором, ментором, наставником, да, педагог тут лишний. Вот основные такие вот навыки, которые должен обладать обучающий. Спасибо большое. Да, это все. Спасибо, да. Спасибо. Я сейчас микрофон опять пропал. Хорошо, что... Так, микрофон у меня пропал окончательно. Ладно, прибавлю голос. Хорошо, что вы тему Арктики взяли. Понятно, что она и в тренде, и в повестке непосредственно Республики Саха-Якутия. Много чего с этим связано. Видимо, выступление сегодняшнего министра промышленности тоже мимо не прошло. Хороший акцент на то, что у вас в группе присутствует представитель работодателя. И вы заранее обкатываете вот этот прототип, этот пилот на работодателя. Это хорошо. Ну и отдельно, мне кажется, вот вчера мы обсуждали
такой хороший тренд, как гендерная нейтральность, и я так понимаю, что значок у него даже наконец-то появился. Денис? Да, я туда шутку сейчас скажу. Спасибо вам за квадратного преподавателя и сомневающегося студента. Ну, то есть преподаватель должен быть железобетонно уверен, видимо, в том, что он дает. Значит, смотрите, у меня такие вопросы, без ответа на которые вы вряд ли пройдете. Первое. Почему все то, что вы описываете, нельзя сделать без суперкампуса? Это не надо отвечать сейчас. Ну, это самый главный, простой технический вопрос, который задается в момент, когда вы заявляете какую-то амбицию, которая вроде бы состоит из простых элементов. Теперь две помощи в ответе на этот вопрос. Первое, что позволит вам дешевле пройти в бережливость и экологичность, потому что вообще-то это вопрос неочевидный. Да? 20 лет назад вам вообще ничто бы не помогало. Сейчас потенциально помощь в бережливости и экологичности есть. Есть госпрограммы, поддержка, фокусировка. Вот надо подумать над списком того, что является основанием для движения туда. Вашим региональным основанием, возможно, федеральным, общемировым. И вторая помощь такая. Я считаю, что это помощь, а сам дальше разбирайтесь. Означает ли вот этот список, что вы выпускать будете лин-инженера с исследовательским инструментарием из программ генезиса среднего профессионального образования? Потому что сейчас ваша верхняя заявка – это человек приблизительно с 7-8 миллионным годовым доходом и с правом управления многомиллиардным производством. Это вам помощь. Вот если вы эти два комментария употребите, то, может быть, амбицию я вам не советую менять. А вот в организационной логике, которую вы завтра будете докручивать, может быть, сегодня разворачивать, это может вам помочь поделить вашу амбицию на какие-то быстро исполнимые, средние горизонта, дальнего горизонта. Ну и с партнерами. У вас на первом листе тоже партнеры есть, с ними надо просто поговорить, как вы включать будете. Вот. Спасибо. Алексей отказался от своего слова. Отлично. Спасибо большой группе номер 4. Да, и вот то, что сказал Денис в сторону вашего описания вот этого человека с 7-8 миллионным годовым доходом, обратите... Нормально, нормально. Я здесь... Спасибо вам большое, Денис. Я здесь с точки зрения... Посмотрите, что такое CDTO, и посмотрите, какие требования к этой компетенции предъявляются. У меня такое ощущение, что у вас попадание на 90%. Это может быть вам определенная помощь. Спасибо большое. Группа номер 5, если я не сбился, да? 5-я группа, прошу вас. Так, там надо, видимо, тоже прокрутить вниз, да? Ага. 17:00 пленар, все правильно, да. Так. Угу. Всем добрый день. Меня зовут Басыина Анна Николаевна. Я являюсь руководителем дирекции анализа и управления данными нашего ЦО. И хочу представить вам работу второго дня нашей 5-й группы. По итогам вчерашней работы мы сегодня решили немножко пересмотреть нашу ставку. Мы делаем ставку на вендорное обучение для внедрения высокотехнологичного производства как вклад в развитие качества жизни населения нашей республики и человеческого потенциала и капитала в целом. Суперкомпетенция, которой будет овладевать наш слушатель, выпускник, это навыки по внедрению технологий новой экономики. Сейчас я вам расскажу, что это. Амбициозная цель, которую мы закладываем в Суперкампус, это то, что Суперкампус станет драйвером развития именно новой экономики северо-востока России. То есть мы готовим лучших специалистов на лучшем оборудовании. Почему северо-востока России? Потому что мы уже, как Якутия, занимает первую строчку в рейтинге инвестиционного потенциала Дальнего Востока. Также мы занимаем первую строчку по индексу человеческого капитала в Дальнем Востоке. А еще у нас есть уникальные природно-климатические условия, которые позволяют нам сделать Суперкампус экспериментальной площадкой. И здесь, возможно, сработает слоган о том, что то, что работает в Якутии, будет работать и на Марсе.
Так, технологии, которые мы используем, учитывая, что это северо-восток, да, это большая территория, низкая плотность, это все виды дистанционного образования, виртуальной, различной реальности, симуляторы. А кроме того, так как мы все-таки делаем ставку на вендорное образование, то это программное обеспечение вендоров и оборудование от вендоров. Форматы также, те, которые уже сейчас существуют, это интерактивное образование в плане индивидуальной траектории развития, да, стажировки преподавателей на предприятиях, а также обучение преподавателей в сертифицированных центрах вендоров. То есть мы можем сказать, что наши преподаватели подтверждают свою компетенцию и будут действительно на высоком уровне. Конечно же, это мобильные мастерские, учитывая, да, территорию. Как я говорила уже, это будет экспериментальная площадка. Ну и, конечно же, форматы, как проектная деятельность и игропрактика. Что же будет уметь делать наш выпускник на выходе? То есть изначально первое, что он будет уметь, это он сможет спозиционировать себя на глобальном рынке труда. Кроме того, он будет уметь принимать решения о улучшении и повышении эффективности производственных или бизнес-процессов, да, бережливое производство. Также он научится создавать команды, сообщества, сети для коллаборации, но кроме того, он может еще, он научится продвигать себя и свой продукт. Это в части массовой подготовки кадров. Но будут уникальные ребята, которые в целях реализации в профессиональном плане по итогам вот всей траектории их развития они будут разрабатывать и внедрять новые технологии и новые решения для нашей экономики, да, новая экономика. Преподаватели, мы здесь тоже вот они сопряжены, коррелируются с теми задачами, которые научится выпускник. То есть изначально преподаватели будут ориентировать обучающихся на новые рынки, на новые тренды, на те технологии, которые развиваются, помогать им выстраивать индивидуальную траекторию профессионального развития, формировать и развивать профессиональные навыки с помощью программного обеспечения и оборудования вендоров, ну и, конечно же, прививать им навыки по организации проектной деятельности. Если раскладывать это на компетенции, то наш обучающийся, конечно же, будет иметь опыт работы на оборудовании разных вендоров. То есть мы тут не говорим о том, что если он выбирает одно направление, он будет учиться только на одном оборудовании. Он может попытаться научиться на разных оборудованиях для того, чтобы понять, где какое оборудование работает, где оно лагает и, возможно, придумает вообще совершенно новое оборудование. И, конечно же, для того, чтобы он научился позиционировать себя, изучал новые рынки, ему нужны навыки критического, аналитического мышления, для того, чтобы уметь продавать себя, для того, чтобы собирать команды, позиционировать себя перед работодателем и вендорами. Ему нужны коммуникативные навыки и обязательно это знание о производственных и бизнес-процессах для того, чтобы понимать, где и как лучше внедрить новые технологии. Наши обучающие, в первую очередь это визионер, мотиватор, модератор, да, когда этого говорили. Кроме того, обязательно профориентолог и наставник, которые будут наставлять, развивать его софтовые вещи, знакомить их с кем нужно, продвигать его. Кроме того, это сертифицированные вендором преподаватели. Ну и, конечно же, тьютор, который сопровождает и контролирует процесс обучения. Все. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, что наконец-то кто-то представился и начал свое выступление именно с этого. Обратите внимание, что это норма, уважаемые коллеги. Мы все ждали, кто-то попадет в нее или нет. Спасибо, что вы попали. И, безусловно, хорошо, что дискуссия с министром промышленности сегодня не прошла мимо вас, именно вот по требованиям отдельным к горнодобывающей и к обрабатывающей промышленности. Уважаемые коллеги, Алексей, прошу вас. Да, я бы очень серьезно подумал вокруг формулировки «новая экономика». Почему? Очевидно, что и в старых индустриях очень много чего нового. То есть там тоже идет замена оборудования, там тоже идет замена тех процессов, всем этим надо владеть, там тоже наслаивается там, и цифры, и все что угодно. И если вот так расширительно трактовать новую экономику и то, что вы предлагаете во взаимодействии с вендорами, и вот использовать это как канал
продаж, то в целом, наверное, так будет посильнее заявочка. Вот подумайте, вот эту поиграйте. Денис. Да, а я сейчас тоже вам скажу. Значит, как я слышу то, что вы рассказываете? Наша территория – это полигон бытового применения высокотехнологичных инструментов. Я слышу это так. Ну, то есть вы говорите, и есть куча технологий, и в идеале мы можем сделать так, что любой человек, освоив эти технологии, начнет их разворачивать в быту. Солнечные панели, значит, я не знаю, там рециркуляцию, все что угодно. Вот я слышу доклад такой. Что это означает? Это означает, что вы не спецов в технологии будете готовить, а вы будете так воспитывать население. Отсюда истории про Северо-Восток, про то, что вы удерживаете территорию и прочее. Что это означает? Это означает, что у вас есть как минимум малая компетенция, которую вы будете вынуждены ставить вместе вот с этим бытовым освоением высоких технологий. Называется она предпринимательская компетенция, которая делает из человека хозяина того места, которое его. Вообще предпринимательству системно не учат. В смысле, это проблема. Но это проблема временная, потому что раньше менеджерству системно не учили, а теперь учат. Поэтому вам либо надо дождаться, пока предпринимательство начнут системно учить, и тогда спокойно можно делать суперкампус как массовую историю технологических предпринимателей в технологической зоне, работающих со своим домохозяйством. Либо надо подумать, как учить предпринимательство. Я точно знаю, что у вас на территории есть часть курсов, которые этим занимаются. Поищите в этом месте компетентов и вставьте их в вашу суперкомпетенцию в обучении. Второе. Вендор, поставщик оборудования. А у вас люди. Я сейчас пошучу, но вы подумайте. Правильно ли я понимаю, что вы собираетесь продавать своим суперкампусам идею весла с прикованным к этому веслу супергребцом? Ваш суперкампус – это такая продажа чемодана с ручкой. Вот если вендор является системообразующим элементом вашей конструкции, одним из, то вы должны понимать, что ему интересно, чтобы как можно больше инструментов продавалось. А у вас тут люди, а не инструменты. Вы не сможете набить суперкампус, складские его помещения этим самым оборудованием. У вас это скорее выставочная площадка будет для внешних покупателей. Или это будет действовать как-то по-другому. Вот мне кажется, если вы на этот вопрос найдете ответ, то это и будет моделью разворачивания вот этого самого бытового, супер освоившего технологии деятеля. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо пятой группе. Ну да, отдельно про Марс, да, испытано в Якутии будет работать на Марсе. Кстати, это достаточно интересный заход, потому что любые вот эти конструкции, которые используются в космосе, используются на Луне, используются в каких-то межпланетных полетах, они же где-то апробируются. И ведущие производители где-то это все апробируют. Окей, и шестая группа. Прошу вас. Финальное выступление сегодняшнее. Группа номер 6. У вас 5 минут. Слушаем про вашу версию. Представляю шестую группу, Диана Новгородова. У меня тут схема, пока так положу, да? Так, суперкомпетенция у нас цифровое производство. Амбиция у нас таки остается внедрение новых технологий в разные сферы экономики. И обоснование у нас обучение на опережение и право выбора обучения. И мы выбрали 9 направлений, по которым будет работать наш суперкампус. Это у нас роботизация, тут входит программирование IT-технологии, цифровизация, тут предприятие, экономика предприятия, продажа, продвижение.
финансы предприятия, экономика предприятия, продажа, продвижение, управление Big Data, BIM-технологии, куда входит строительство и промышленность, а также управление беспилотными аппаратами, креативный дизайн, зеленая экономика и бережливое производство. Дальше ключевые участники нашего образовательного процесса – это, конечно, в первую очередь у нас идут вендоры, так как они будут оснащать наши мастерские, работодатели, как заказчики кадров, и академические партнеры, которые нам будут помогать при сетевом обучении, педагогические кадры. Это очень такой важный момент, да? Родители для профориентационной работы и государство финансирование. И в центре у нас, конечно же, стоит студент, обучающийся. Форматы и технологии, да, как мы видим форматы технологии. Вот сетевое взаимодействие мы хотим со школами внедрить. Это не то, чтобы школа будет сидеть в кампусе, да, а мы видим так, через профориентацию наши школьники должны пройти через наши 9 направлений, то, что я показывала ранее, да. Ага. 9 направлений, то, что вот здесь, да. Они должны пройти через эти 9 направлений, мы их погружаем, и по итогам погружения наш школьник выбирает себе свое направление для поступления в наш кампус, то есть суперкампус. И у нас будет оцифровано теоретическое обучение, где в первую очередь, конечно, нам поможет академический партнер. Мы будем заключать соглашения, договора с вузами, с научными организациями и так далее, которые нам помогут именно проводить такие онлайн-уроки и так далее. У нас будут мастерские, где будут привлечены социальные партнеры и вендоры, и конечно, педагогические кадры и студенты. И также будут там производственные площадки. Что означает производственные площадки? Значит, студенты будут как стартапы, какое-то производство производить, то есть продавать какой-то продукт, и тем самым мы должны быть, то есть самообеспечиваться должны. Как мы будем прививать им софт-скиллсы, да, через тренинги, через встречи со значимыми людьми, через карту рабочих мест региона, через какие-то центры, через какие-то креативные центры. Так, какие у нас стоят общие компетенции? Это должно быть анализирует, прогнозирует, поиск, обработка информации. Уникальная компетенция у нас будет деятельность в условиях вечной мерзлоты. Также компетенции студента мы решили для себя выбрать так: финансовая грамотность обязательно. Обязательно студент наш должен хорошо коммуницировать, быть мотивированным, главное, психоэмоционально устойчивым, цифровая грамотность обязательно. И компетенции преподавателя, все вышеперечисленное, и главное, опыт работы на производстве, чтобы у него там высокий разряд и так далее был. Спасибо. Все. Спасибо большое группе номер 6. Я смотрю, этот формат «Ночь перед экзаменом» прям работает. Слушайте, что хочется сказать. Во-первых, круто, что появились вещи, которые не прописаны, я имею в виду в самой презентации, на которой вы проговариваете. Это и про вечную мерзлоту, и про вот эту элективную систему, когда есть базовая надстройка, есть элективные курсы. И вот этот тренд, на который вы хорошо обращаете внимание, что в современном мире часто достаточно, чтобы преподаватель был умнее ученика всего лишь на 2 недели. Это один из современных трендов, особенно все, что касается новых прорывных технологий. Уважаемые эксперты, Денис, Алексей, микрофон. Прошу вас, Денис. Вы у нас как специалист по элективам. Это что сейчас было? Значит, Сергей, видите, меня разозлил, поэтому получайте. Это он во всем виноват. Значит, форматы у вас не новые. Не хочу сказать, что они старые, но не новые. Им приблизительно лет 600. Нет, смотрите, еще раз.
почему я не переживаю по этому поводу. Потому что вообще-то среднее профессиональное образование, оно сейчас построено по тем принципам, по которым цеховые предприятия работали. Ну что такое сетевое, так сказать, сетевое обучение? Это когда я своего подмастерья послал к соседу в соседний город. Ну просто сейчас он по зуму, а раньше он ножками туда добегал. Такой пейджер Джан был. Почему вы считаете, что старыми форматами можно пройти в вашей ставке? Ставка же новая, ну должна быть. Я вам рекомендую поговорить с 5-й группой, потому что есть подозрение, что ваш доклад и их доклад – это две стороны одной модели управления квалификацией. Понятно, да? Просто вы с разных сторон на нее смотрите. Вы смотрите на нее скорее с точки зрения внутренней реализации процесса. Хотя у вас карта стейкхолдеров есть, но мне кажется, что она у вас сейчас скорее для, знаете, ты в магазин идешь такой, не забыть бы. Сказали стейкхолдеров, нарисуем стейкхолдеров. Ее у вас в модели сейчас, в вашей развороте, пока не видно. Это первый комментарий. Все, на этом вся злоба закончена. Пожалуйста, воспримите его конструктивно. А второй комментарий вот какой. Если посмотреть на список задач, которые вы обозначили у своего обучающегося, вы заявляете очень амбициозную вещь, потому что выпускник среднего профессионального учреждения обычно берет, считает, клеит, строит, рубит, роет, прикладывает, приваривает, потом получает за это, так сказать, выполненный наряд и уходит. У вас базовая деятельность исследовательская. Вы говорите, наш выпускник СПО обладает 3 исследовательскими навыками, выражающимися в работе с информацией, поисковой работе, да, то есть вы перепрофилируете его. Я вам предлагаю подумать, что это означает с точки зрения смены форматов деятельности. Поэтому я говорил про 600 лет. В схеме работы мастер-подмастерье исследовательская работа была даже не на мастере. Она была на гильдии, в которую мастер входил, выдавая свои идеальные образцы, и гильдия говорила, да, можно в этом направлении развернуться, смотрите, как здорово, что мы умеем это делать. А вы, представляете, вы на 2 уровня ниже сбрасываете эту ответственность на подмастерье. Либо вы говорите, что вы готовите гильдийных руководителей в рамках своей модели подготовки. Это, кстати, почему я еще на 5-ю группу киваю, они тоже готовят не просто человека, они предпринимателя готовят, а вы готовите руководителя ассоциации. Вот, видимо, эта моделька, она как-то у вас должна сложиться. Вот такие 2 комментария в размышлении. К докладу у меня претензий нет, мало того, глаза не надо ломать, все нормально. Все отдельное спасибо вашему участнику группы или сборщику, который отвечает за сборку. Спасибо ему большое. Да. Все, Денис все сказал. Да, хочу также сказать отдельное спасибо за сборочную конструкцию. Обращаю внимание всех групп, что сегодня у нас рабочий пленар, и вот такая сборочная конструкция в виде презентации, она не являлась обязательной. Мало того, мы даже ее не просили. Это была проактивная позиция группы номер 6, за что мы их уже отдельно поблагодарили. Заработал. Обращаю ваше внимание, что завтра форма представления будет обязательно в электронном виде презентации, чтобы это все можно было читать. Поэтому заранее можете сегодня вечером уже задуматься о том, как, соответственно, у вас в группе реализовать этот шаг. Ну что же, спасибо большое группам, спасибо большое руководителям проектов, которые нам дали комментарии. И сейчас самое главное и самое интересное, наши уважаемые эксперты выслушали 6 рабочих версий, какие компетенции должны стать ядерными или запускающими на суперкампусе, который, напоминаю, принимает у нас чемпионат WorldSkills в 2025 году.
И я предлагаю дать первое слово нашему приглашенному гостю Андрею Анатольевичу Пивинскому, генеральному директору WorldSkills Services. Ваши аплодисменты. Коллеги, добрый день, так много сказано, я не знаю, с места сказать, подняться, как будет удобней. На самом деле очень хорошо, что уже и ЦОП выполняет свою функцию, которую так долго собирали, тоже в том числе с командой, которая здесь работает. Я могу сказать, что первое, то, что видится, конечно, хорошо, у каждого есть взгляд в будущее. И кто-то широкими мазками, и об этом тоже много комментировали и говорили, кто-то довольно уже попытался сфокусировать и предложить некие компетенции в ЦОП, в суперкампус. Но мне кажется, самым главным здесь, наверное, моментом становится то, что давайте ответим на вопрос. Мы как бы делаем эти компетенции для кого, в первую очередь. Потому что сегодня мы говорим VR, мы говорим о том, что мы полетим на Марс. Но вопрос в том, что, во-первых, есть отнесение к человеку в регионе. И если человек приходит в суперкампус и приходит в конкретную компетенцию, а компетенции WorldSkills, они очень конкретные. И они очень конкретно прописываются под каждого конкретного потребителя. И если он пришел, и если он прошел через эту компетенцию, то дальше он имеет право на достойный труд за достойную заработную плату. То есть надо отвечать, скорее всего, и на этот вопрос в том числе, потому что пока, если мы говорим про оторванные от жизни или какие-то совсем компетенции будущего, они на самом деле даже в системе СПО не будут прикладными. Вы посмотрите, сейчас рынок труда – это 80%, вернее, рынок образования, 80% домохозяйств предпочитают отдать детей в систему СПО, потому что СПО дает конкретную профессию. Поэтому, проектируя компетенции, все-таки уже об этом говорили в той или иной форме для каждого. Я не буду останавливаться на докладе каждой группы, каждый много что сделал, но они должны быть прикладными. Должен быть потребитель и должен быть человек, к которому это отнесено. И очень интересная, кстати, в этой сборке идет логика, которая идет в формате преподавателя. Посмотрите, может быть, в формате преподавателя, который учит тоже поработать с точки зрения компетенции или суперкомпетенции какой-то ядерной для центра. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Андрей Анатольевич. Марина Иннокентьевна, просим вас с точки зрения регулятора дать рекомендации по развитию той работы, которую провели команды, и дать напутственные слова, о чем еще им подумать сегодня ночью. Добрый вечер, коллеги. Мне кажется, я вчера была очень добра и была расположена очень, как-то, не знаю, по-дружески. Позвольте мне сегодня, наверное, немножко приземлить, потому что я вижу такую потребность, и, наверное, моя задача, почему я тут присутствую, собственно, моя роль в этой истории, да, возможно, эксперт, я там проработала в системе, у меня тоже есть какие-то разные идеи, прекрасные, космические в том числе, но, к сожалению или к счастью, я выполняю определенную функцию регулятора на текущий момент. Я позволю себе обозначить, что я снова не услышала ничего из того, что выходит за пределы той рамки, которая есть на текущий момент. Все, что вы описываете, и в частности, там 6-я группа, отличная презентация, идеальной модели среднего профобразования, которая есть на текущий момент. И я просто все те компетенции, которые были обозначены сегодня в презентации, могу наизусть просто сейчас вычитать. Это тексты из федеральных государственных образовательных стандартов. Финансовая грамотность, предпринимательские навыки, креативные компетенции, все это все есть, коллеги. Чего нету? То есть вот я сейчас, грубо говоря, не понимаю. То есть я на самом деле, было бы очень здорово, если бы вы дали мне, как Министерству просвещения, регулятору, возможно, даже какую-то критику. Относительно того, вот мы бы сделали это, но нам не позволяет действующая нормативная база.
Почему мы могли бы там полететь куда-то, я не знаю, там, подружиться с кем-то другим, но нам не позволяет, потому что у нас есть текущая рамка, и мы обязаны действовать только так, а не как по-другому. И все, у нас есть образовательные стандарты, где все зафиксировано, шаг влево, шаг вправо, Рособорнадзор, и нам ничего не позволяет. Коллеги, расширьте нам, пожалуйста, автономию, сделайте так, чтобы эта зона была свободнее. Ничего я из этого не услышала. Что касается креативных компетенций, да, вот была еще одна очень интересная формулировка, называется трендовые компетенции. Трендовые компетенции – это что? Есть профессии, специальности, которые разделены на компетенции. Компетенции есть общие, компетенции есть профессиональные. Ну, две зоны получается. Возможно, сейчас мы проработаем историю, когда появится в АВГОСе, в образовательном стандарте такая общепрофессиональный цикл, и там можно будет предусмотреть какие-то моменты там, интеграции, бережливое производство. Спасибо большое за то, что кто-то обозначил эту историю, потому что этой истории сейчас нету в системе СПО от слова совсем. То есть где-то кто-то пытается своими там, инструментами это применять, и, возможно, мы эту модель как там, структура отдельная в образовательном стандарте уже предусмотрим. Очень становится страшно, вот я просто сейчас, наверное, а кто-то есть из Министерства образования? На данный момент в зале никого. Это Завтра очень плохо, будут. коллеги. Это очень плохо. Потому что обеспечение среднего профессионального образования, согласно Конституции, это государственно гарантированное право гражданам. То есть государство обязано обеспечить получение среднего профессионального образования всем желающим. Это государственная гарантия. 273 закон об образовании, статья 11, непосредственно, часть 8. Прочитайте, пожалуйста. Субъект Российской Федерации обязан обеспечить предоставление среднего профессионального образования. Кто у нас вправе получить среднее профобразование? Это те, у кого есть диплом, аттестат об основном общем образовании и о среднем общем образовании. Если человек впервые приходит получать среднее профессиональное образование, никто не вправе отказывать ему. Он вправе. И вы, как субъект Российской Федерации, Министерство образования и науки Республики Саха-Якутия, обязаны предоставить ему гарантированное Конституцией право. И в этой части очень страшно слышать слова про штучный товар, конкурсный отбор. Это что, ребенок приходит, и вы ему говорите, ты не креативен, как бы мы тут про Марс, извини, пожалуйста, ну, как бы посиди там, такого не будет. Поэтому подумайте, пожалуйста, про эту историю. Суперкампус, суперкомпетент, это все здорово, прекрасно. Но я так понимаю, вы собираетесь создавать одну единую, я просто уже как бы опережаю эту историю, создавать единую дирекцию управления всеми структурами, образовательными организациями среднего профобразования. И тут не получится отказаться от чего-то. Что касается компетенций, суперкомпетенции, окей, хорошо. А что делать с другими профессиями, специальностями? То есть вы их каким-то образом разделяете? Вот у нас сейчас вы реализуете, на территории республики реализуются 72 профессии и 170 специальностей, я прочитала в докладе. То есть 200, половина из перечня, утвержденного приказом 1199. А вторая половина, видимо, не востребована в регионе. Вы говорите про суперкомпетенции. Суперкомпетенция – это, скорее всего, какая-то проектная история, проектное обучение, которое будет сконструировано из разных профессий, специальностей. Не было ни одного предложения. То есть тот перечень, который действует на текущий момент, я так понимаю, устраивает всех. То, что там нету биг-даты, то, что в этом перечне нету большинства из тех компетенций, которые были обозначены, никаких вопросов не поступило в Минпросвещение с просьбой актуализировать действующий перечень, потому что все устраивает, а все остальное мы тут сами все сделаем, креативно, за счет чего. При этом государство у вас выступает как финансирование.
Коллеги, запомните, финансирование осуществляется только по тем профессиям, специальностям из перечня, утвержденного Министерством просвещения. Все остальное, что не входит, подумайте, пожалуйста, каким образом вы это будете реализовывать. Все эти креативные компетенции и все остальное. Поэтому я сейчас приземляю. Я думаю, что... Я понимаю, но тут экспертное мнение на то и экспертное мнение, наверное. Поэтому, может быть, как-то жестко, но я считаю, что как бы нужно этот момент обозначить. Спасибо вам огромное, крайне ценно, потому что конструктивная критика – это то, что в том числе мы ждем от экспертов. Здесь я хотел сказать большое спасибо организаторам Форсайта, то, что они вас именно на рабочий день пригласили, чтобы вы это послушали. Потому что все вот эти замечания, которые вы даете, они крайне полезны для нашей завтрашней работы, которая в том числе будет учитывать вот эти аспекты. Спасибо вам огромное. Спасибо. Я просто можно еще одну такую фразу скажу. Суперкампус – это не альтернатива среднему профобразованию, действующему на территории Российской Федерации. Просто вот запомните, пожалуйста, этот момент. Не получится создать какую-то альтернативную систему. Пусть будут различные там мотивации и все остальное, но так не получится. Вы не выпадете из правового поля никогда. И вам надо эту зону обозначить. Там где-то расширить автономию, где-то, наверное, попросить дополнительно. Но почему как бы вот у вас есть такое право? То есть подумайте, пожалуйста, про эти моменты. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо. Мы услышали позицию регулятора, услышали позицию WorldSkills. Нургюна Афанасьевна, предлагаем вам рассказать, что вам сегодня наиболее запомнилось, какие содержательные комментарии, развивающие комментарии или конструктивную критику вы хотите дать нашим участникам. Прошу вас. Спасибо, Сергей. Значит, я по программе должна была присутствовать только сегодня, но интерес большой, поэтому пришлось вчера я пришла, да, и очень рада, что, в принципе, у вас сложились команды. Вы учитесь очень хорошо, да, то, что было вчера и сегодня, это небо и земля, вы, наверное, заметили, да, и рывок за один день очень большой. Да, хочу отметить о том, что да, мы сейчас в роли экспертов, и наша задача дать конструктивную критику для того, чтобы вы совершенствовались. И завтра, получается, перед главой региона уже предстали ограненными бриллиантами. Сергей с Валерией, с Данилом нас позапрошлом году, года 2 назад, да, этим занимались 5 месяцев. 7 директоров колледжей у нас тут на выступлениях и плакали, в том числе присутствующие здесь. Да. Это действительно было не то, что приземление, а уронили там ниже, не знаю, плинтуса и так далее, так, но это дает действительно толчок к тому, чтобы развиваться. И на сегодня я, наверное, заручусь поддержкой наших коллег, что в этих колледжах действительно какие-то изменения есть, но, к сожалению, у нас не сложилось отчитаться перед Сколково и Минпросвещения, какие у нас движения есть, но надеюсь, в этом году, по-моему, да, или следующий год выпускники первые уже с цифровыми компетенциями и так далее у нас начнут выпускаться. Это уже в коротких программах имеется, и потенциал здесь имеется. А теперь, да, мое экспертное мнение. Итак, выписала немножко тезисов для себя, да, что можно отметить. Да. Из всех выступлений хочу сказать, что все-таки вы говорите о человеке, но не о экономике. Да. Все для человека, какой он хороший и так далее, будут там компетентные там, и так далее. Так. Но зачем это вот республике России, отраслям, предприятиям? Этот суперкампус. На этот вопрос, вот зачем и почему, вы не ответили, ни один из вас. Что и как, на эти вопросы вы, да, попытались тут методично, значит, и механизмы прописываете, и какие-то методики, технологии и так далее. Это есть, красивые слова имеются, да, но нету конечного результата. Так, прошу это принять и к завтрашнему дню над этим поработать, да. Так, ну, про анализ потребностей трудоустройства это понятно, да? Так, в основном вот из 6 проектов, наверное, половина, она применительна к любому уровню образования. Будь то Международная арктическая школа, один из этих проектов возьмет и скажет, это мое.
Да, федеральный университет тоже возьмет и скажет, это мое. Даже ведь? Да, тут нету той вот уникальности среднего профобразования, которое было бы предложено вами. Так, далее и еще вот, потребность отрасли и так далее. Нету также и территорий. Да, у кого-то прозвучала Арктика, да, но кроме как красивого слова, значит, Арктика, дальше не раскрутили вот эту вот тему. Да, попробуйте тоже вот по территориям подумать. Да, у вас, насколько я поняла, да, космическая задача была придумать компетенцию, которую можно было бы продавать не только здесь в республике, но и за ее пределами и на международном уровне. Тогда эта компетенция должна быть такая супер крутая, чтобы ее можно было бы действительно представлять. И она была бы только здесь в суперкампусе, и приезжали бы со всех концов света, страны и так далее учиться, получать эту компетенцию. Так, вот этого вот не было. Так, ну и то, что касаемо приземлить, у нас же есть стратегии, у нас есть национальные проекты, тогда и у нас есть WorldSkills. Ничего нету обо всем и ни о чем. То есть у вас есть сейчас имеющаяся база, которая здесь и сейчас есть, вы создаете мастерские и так далее. Да? Кто-то там сказал, что будет проводить чемпионат WorldSkills, Азия не Азия, но на какой базе? Какие компетенции? Зачем? Просто для того, чтобы, значит, провести этот чемпионат в 2025 году национальный, да, или там международный. Так, ну и, наверное, последнее, это все-таки из того, что прозвучало, да, общее мое мнение, это все-таки новый колледж. Это не колледж, основанный на сейчас существующих, опять же, прописанный в проекте этой концепции, да, значит, на базе этих 10 существующих колледжей. Это все-таки что-то другое. То есть вы все равно отстраняетесь от того, что сейчас у вас, да, и то, что будет. Поэтому прошу до завтра подумать, переспать с этим, да, и уже хорошие проекты завтра представить. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо за комментарии. Уважаемый экспертный борд, я вас благодарю. У нас осталось новое действие, в том числе я попрошу в нем поучаствовать уважаемых экспертов. Мы же все-таки про новые технологии, про цифровизацию. И вот это все. Достаньте, пожалуйста, ваши телефоны и зайдите на сайт menti.com. Сейчас я его где-нибудь... здесь у нас не электронные доски. menti.com. MENTI. Вот здесь вот написано. У кого нет интернета, здесь точка доступа, которая ЦОП, пароль 123456778. menti.com. И введите, пожалуйста, код. Наши уважаемые коллеги, которые присутствуют в Zoom, тоже просим вас присоединиться. Код 5319 56 47. У кого не получается, поднимите, пожалуйста, руки, мы с Денисом подойдем и вам поможем. 5319 19 Вот он здесь написан на экране вверху, где написано «Остановить демонстрацию» в самом верху. 5319 5647. Цифры на любом. Слова на любом языке. Он покажет все. Вопрос у вас на экране. Назовите главные слова сегодняшнего дня. Вот просто напечатайте, какие самые главные слова по итогам сегодняшнего всего дня. Я напомню, что у нас день начался выступлением министра промышленности, потом у нас была установка на проектную работу, потом к нам приходил генеральный директор корпорации развития Якутия Афанасий Савин. После этого у нас была лекция по атласу новых профессий, по трендам в образовании. И после проектной работы у нас с вами был большой насыщенный пленар, где выступали 6 групп, где выступали наши эксперты, руководители проектов своими комментариями, и большие развернутые пояснения давали наши приглашенные эксперты с точки зрения WorldSkills, с точки зрения регулятора и с точки зрения правительства Республики Саха-Якутия. Поэтому основные слова сегодняшнего дня.
Вот, Денис Александрович, я все вовремя скажу. Вы пишите, пишите. На экране все это, да, рано или поздно появится. У нас здесь, уважаемые сборщики, если не ошибаюсь, 67 человек, да, информация была? Кто писал? 67, да? Угу. Ну, хотя бы вот у нас сейчас будет порядка 40 ответов, у нас пока 21 ответ. Мы начнем уже показывать. Это первый вопрос, будет еще 2 вопроса. 3, да. 3 слова. Главное слово дня. Вы, например, можете подумать, что было наиболее возмутительно для вас или наиболее полезно. Какие главные слова? Так, 34 у нас уже ответивших. Подождите. Те, кто ответил на первый вопрос, у вас сейчас там заставочка, которая скрывает второй вопрос. Отлично. Ага. Так, бережливое производство, суперкомпетенция, суперкампус, уникальность, креатив, вендор, цифровизация, компетенция. Зачем? Отлично. Вот кто задал вопрос «зачем?» молодец. Приземляйтесь. Очень хорошо. Кибертехнические системы. Возможности непонятно. Хорошая фиксация. Вот такие фиксации очень важны. Вот когда мы просили наших уважаемых экспертов давать какие-то конструктивно-критические замечания, это было в том числе туда. Так, креатив, навыки, новый колледж, трендовая компетенция, ставка, разрыв, Марс, слава тебе Господи, появился, изменения. Ну что же, у нас 56 ответов, и мы давайте перейдем к следующему вопросу. Он будет достаточно простой. Вы выслушали 6 докладов групп. Вам можно отметить не более 3. Отметьте 3 суперкомпетенции, которые вы считаете наиболее достойны к появлению. Я напомню, первое было про креативное мышление, второе было про киберфизические технологии, третье про учиться, учиться, четвертое было про бережливое управление производством в Арктике, пятое про внедрение технологий новой экономики и шестое про цифровое производство. Выберите не больше 3. Не больше 3. Меньше можно, не больше 3. Нет. Это же ваше экспертное мнение. Возможно, вам как эксперту кажется, что только одну надо выделить. Не менее 3. Все слова, которые я говорю, очень важны. Так, 46 человек. Ну, так, креативное мышление лидирует. Да, 56 было на первом. Так, внедрение технологий новой экономики, цифровое производство. Угу. Так, 49 еще. Ждем 20 секунд и переходим к финальному вопросу. У нас еще будет 3-й вопрос. Да, мы как раз успеваем. У нас осталось 1,5 минуты. Алексей, прошу вас. 49 ответов. Хорошо. Ответьте, пожалуйста, что на самом деле главное при выборе специальности абитуриентам? Ваше мнение. Один ответ. Нет, применительно к честному ответу. Да, ваше личное мнение. Что на самом деле главное при выборе специальности абитуриентам? Не пытайтесь угадать социально верный ответ. Встаньте на позицию родителя или абитуриента. Угу. Импульсы, прогнозы, мнения родителей. Эту выгрузку мы сейчас сделаем и отправим вам в чаты. В том числе для того, чтобы вы вечером посмотрели на эту выборку и посмотрели на собственное мнение. Уважаемые коллеги, 17 часов 59 минут 55 секунд. Спасибо вам большое. Завтра ждем вас в 9 утра на финальный день.
Спасибо большое. Еще раз огромное спасибо нашему экспертному борду. Спасибо коллегам-модераторам. Все.